Уважаемые друзья, на сей раз я хочу ознакомить с очерком об Илтон-Чеч и Пачман. Илтон-Чеч – старшая дочь царя Волжской Болгарии Илтон-Пика, славная красавица и воительница, имя которой священно для потомков. Пачман – талантливый полководец и великий воин, храбрейший богатырь и защитник народа. В эпической поэме Илтон-Пик он назван сыном Парса, будто бы Илтон-Пик нашел его на охоте в логове белого Парса, взял к себе и воспитал как сына. На Востоке говорят: если хочешь знать истину, слушай, что говорит легенда. Эпос – то же, что и легенда. Значит, можно в какой-то степени верить и эпосу. Некоторые полагают, что Пачман прославился еще в 1223 году, когда болгары-чуваши разбили около города Кернек татаро-монгол. Имя Пачмана в те годы гремело по всему Востоку. К нему шли воины всех стран и народов, покоренных монголами, чтобы бороться с поработителями. Возвысил Пачмана царь Илтон-Пик. Он выдал за него свою старшую дочь, сделал полководцем тяжелой кавалерии. В 1236 году, после героической гибели Илтон-Пика, когда жестокие враги ворвались в столицу, Илтон-Чеч и Пачман с отрядами, верными им, прорвали ряды татаро-монгол и ушли в степи. А впоследствии они укрепились в горах, там, где была неприступная крепость Шугаль, Жигули. В те годы эти горы были высокие, скалистые. Укрепившись здесь, Илтон-Чеч и Пачман целый год отражают все атаки татаро-монгол. Только в конце 1237 года враги сожгли эту крепость. Пачман и Илтон-Чеч со своими воинами отступали на юг. В те годы многие источники упоминают о Пачмане. Одни пишут, что видели его там, другие в другом месте. И все прославляют его как героя. Лев Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая степь» пишет: «В дельте Волги погиб храбрейший из вождей Бачман». Имя Пачмана запечатлено в памяти народа, в легендах и преданиях. Джувейни, персидский историк, он состоял на службе у монголов, пишет: где бы войска монгольские не искали следов его, нигде не находили его, потому что он уходил в другое место и оставался невредимым. Мало-помалу зло от него усиливалось, смуты и беспорядки умножались. Пачман вел борьбу с врагами партизанским методом. И в конце концов монголы решили покончить с непокорными. Об этом рассказывает Джувейни. Они послали против него огромное войско. Вел его сам Менгу-хан вместе с младшим братом Бучеком. Пачман в то время обосновался на одном из островков в дельте Волги. Монголы разделились на 3 части. Одна часть шла на лодках, их было более 200, другие – по берегам реки. И когда Пачман со своими воинами оказался окруженным со всех сторон, закипела невиданная кровавая битва. На одного болгара-чуваша шли 20-30 монголов. Воины Пачмана один за другим сложили головы. Менгу-хан приказал захватить Пачмана живым. Наконец, им это удалось. Вот он, великий хан, потащили монголы израненного Пачмана к Менгу. Менгу-хан и сам был храбрым воином, и ему нравились храбрые мужчины. Он хотел приблизить к себе Пачмана. «На колени!» — приказал он, и тогда я сохраню тебе жизнь, будешь достойным наеном. «Чтоб стать на колени, я не верблюд!» — гордо ответил Пачман. «Умрешь собачьей смертью!» — кричал Менгу-хан. «Я не боюсь смерти!» — достойно ответил Пачман. И Менгу приказал изрубить пленного на куски. Так описывает Джувейни. Илтон-Чеч возглавила отряд, борющийся против монголов. После падения Банжи, пишет татарский исследователь Фаргат Булгари, если верить легендам, она пробилась с отрядом бойцов в Башкирию. Когда все ее люди полегли в боях, Илтон-Чеч, не желая попасть в плен, заживо замуровала себя в одной из уральских пещер.
Все это говорит о том, что имена Илтынчечи и Пачмана были священными не только для болгар и чуваш, но и для башкир, кыпчаков и многих народов. Для нас особенную ценность представляет великая эпическая поэма «Илтенпик», в которой и Илтынчеч, и Пачман показаны великими героями, защитниками народа. Если верить этому эпосу, то они не погибли. Отступая, Илтынчеч и Пачман дошли до Сурских лесов и там начали новую жизнь. Они вырастили, говорится в эпосе, 9 сыновей и 3 дочерей. Вот такими бесстрашными, сильными были наши предки. И нам, потомкам, нужно знать и гордиться этими именами.